ежегодный отчет о том, с какими результатами закончили мы учебную деятельность в 2022-2023 учебном году. Кустанайский педагогический колледж осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Республики Казахстан, с законами, постановлениями правительства, нормативными документами Министерства просвещения, приказами Управления образования Акимата Кустанайской области и действует согласно устава коммунального государственного предприятия Кустанайский педагогический колледж Управления образования Акимата Кустанайской области, который был утвержден постановлением Акимата 23 июня 2023 года, и колледжу присвоен статус «Высший колледж». Согласно имеющейся лицензии и приложению к ней, колледж имеет право на занятие образовательной деятельностью по 5 специальностям и 9 квалификациям. Административно-управленческий персонал колледжа проводит работу по расширению перечня реализуемых образовательных программ. Таким образом, в марте 2022 года с этой целью было получено приложение к лицензии по подготовке учителей информатики для начального и основного уровня образования. 1 сентября 2022 года на основании государственного образовательного заказа был произведен первый набор обучающихся на этой специальности, и мы приняли 50 студентов с государственным и русским языком обучения. В этом году было сделано такое же количество набора. Итого на специальности учителя информатики основной и начальной школы на сегодняшний день обучается 4 группы. Это группы ИК, ИР 11 и 21. С 1 сентября 2022 года в соответствии с приложением к лицензии по подготовке прикладных бакалавров педагогики и методики начального образования был произведен набор группы УПБ-12 в количестве 25 обучающихся со сроком обучения 2 года и 10 месяцев. И в этом году, с сентября 2023 года, был произведен на основании государственного образовательного заказа набор на специальность, это уже прикладной бакалавриат, 50 обучающихся с государственным и русским языками обучения. И на сегодняшний день в колледже одна группа с госязыком МКБ-12 и 2 группы УПБ-12 и УПБ-22, итого 3 группы прикладного бакалавриата. Отличие этой группы от всех остальных в том, что они занимаются по другой программе и после окончания колледжа получат высшее образование за 1 год. Итого получается 2 года 10 месяцев в колледже и 1 год в ВУЗе, и они будут иметь полностью оконченный бакалавриат. Обучение в колледже ведется на базе основного и среднего, общего среднего образования. Форма обучения на сегодняшний день только очная. Языки обучения казахский и русский. В колледже определены формы коллегиального управления, попечительские, педагогические, методические советы. В структуру колледжа входит 5 отделений, 8 кафедр. Постоянную поддержку и внимание оказывают колледжу ветераны педагогического труда, пенсионеры колледжа, опыт и знания которых находят интерес у педагогического и студенческого коллектива. Председателем Совета ветеранов является Майер Ольга Александровна. Вклад в развитие общественных отношений педагогического коллектива вносит первичная профсоюзная организация педагогов и сотрудников колледжа, председателем которых является Байтурсынов Арбай Балгабаевич. В соответствии с реестром колледж оказывает 9 государственных услуг. Информация об этих услугах представлена на слайде. Государственные услуги оказываются в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами, осуществляются в индивидуальном порядке по обращению услугополучателей и направлены на реализацию прав и свобод законных интересов услугополучателей. За 22-23 учебный год колледжем оказано 2531 государственная услуга, нарушений в оказании государственных услуг не было. Для реализации программ по подготовке специалистов технического и профессионального по среднего образования колледж располагает учебно-материальными активами, которые относятся к областной коммунальной собственности. Социальная база колледжа представлена спортивными сооружениями, медицинским кабинетом, столовой, актовым залом, библиотекой, общежитием. Для проведения массовых мероприятий с обучающимися, родителями, педагогическими работниками и сотрудниками колледж имеет актовый зал на 160 посадочных мест. Для иногородних обучающихся имеется общежитие, в котором за отчетный период проживало 360 человек. Это проектная мощность. Это составляет 1/3 всех студентов, обучающихся в колледже. На сегодняшний день в колледже на 1 сентября заселилось 168 студентов 1-го курса, 111 человек 2-го курса, 64 студента 3-го курса и 17 человек 4-го курса. Вы видите, что основные места занимают в общежитии 1-й и 2-й курс, то есть это несовершеннолетние студенты. С целью создания благоприятных условий для обучающихся в
В декабре 2022 года дополнительно были приобретены 26 холодильников на сумму 6 миллионов 354 тысячи 380 тенге. И в бытовые комнаты студентов общежития были приобретены 10 термопотов на сумму 187 тысяч тенге. Для организации питания обучающихся педагогических работников и сотрудников имеется столовая на 150 посадочных мест. С 1 сентября 2022 года по 1 марта 2023 года организацию питания обучающихся осуществляла товарищество с ограниченной ответственностью «Салта». А с марта 2023 года питание организует ИП Коленова-Бахтыгуль согласно договора от 28 февраля 2023 года. Вы знаете, что питание учащихся мы это проводим через госзакупки, и поэтому выигрывает та организация, которая набирает наибольшее количество баллов. Административно-управленческим персоналом колледжа приняты необходимые меры по созданию безопасных условий для организации учебно-воспитательного процесса. Безопасность колледжа – это условие для сохранения жизни, здоровья обучающихся, педагогов, родителей, а также материальных ценностей организации образования от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций. Для этих целей были заключены договора на обслуживание пожарной и охранной сигнализации, обслуживание систем видеонаблюдения. И 4 января 2023 года впервые в колледже заключен договор с фирмой KS Security на специализированную физическую охрану на сумму 6 миллионов 695 тысяч 304 тенге в год. Финансирование колледжа осуществляется из областного и республиканского бюджетов. В разрезе анализируемых лет финансирования представлены в таблице. Расходы на укрепление материально-технической базы за 22-23 учебный год составили 36 миллионов 591 тысяча 482 тенге. Основными статьями расходов являются заработная плата, налоги и коммунальные услуги. Увеличение затрат на зарплату с налогами по сравнению с 2022 годом составили 32%. Кроме обязательных платежей, были сделаны расходы на укрепление материально-технической базы. В период 2022-2023 года велись работы по ремонту фасада учебного корпуса. Облицовка фасада учебного корпуса была проведена текущим ремонтом в 3 этапа и завершена в мае 2023 года. Общая сумма ремонта фасада составила 80 миллионов 954 тысячи 787 тенге. В 2022 году был проведен и текущий ремонт на сумму 98 миллионов 342 тысячи 227 тенге. В колледже работает высокопрофессиональный творческий коллектив. На 1 сентября 2022 года числились 156 работников, из них 13 членов административно-управленческого персонала, 86 педагогов, 4 приравненных педагогическим работникам и 52 сотрудника. На 1 сентября этого учебного года 23-го осуществляет профессиональную деятельность 146 работников, из них 13 членов административно-управленческого персонала, 80 педагогов, 8 приравненных педагогическим работникам, 45 сотрудников. Обучаются по программам магистратуры в отечественных и зарубежных вузах 10 педагогов колледжа. Таким образом, в 2023 году количество педагогических работников, имеющих категорию педагог-мастер, педагог-исследователь, педагог-эксперт, высшую и первую категорию, составили 50 педагогов или же 56% из 98 педагогических работников. Это очень высокий показатель. С 1 сентября 2023 года на работу принят преподаватель кафедры педагогики и психологии Мануленко с квалификационной категорией педагог-мастер. В нашем колледже преподавателей такого высокого уровня категории не было, поэтому это наш первый преподаватель, педагог-мастер, который пришел к нам в этом году по вакансии. Показатели курсовой подготовки педагогов колледжа за 2021-2022-2023 годы представлены на слайде. Если говорить о сменяемости кадров, то нужно сказать следующее. В 2022 году на работу было принято 27 человек, из них 11 педагогов и 16 сотрудников. Уволилось 35 человек. Педагогов 23, сотрудников 12. В 2023 году на работу были приняты 13 человек, из них педагогов 6, сотрудников 7, уволено 17 человек, педагогов 10, сотрудников 7. Все сотрудники, которые были уволены по собственному желанию. Причины разные. Достигли пенсионного возраста, выезд за пределы Республики Казахстан, смена места жительства, смена места работы. В целях развития единого информационного пространства
В колледже ведется работа по информатизации, которая направлена на реализацию государственной программы «Цифровой Казахстан» как необходимое условие внедрения информационных технологий в образование на всех его уровнях. Развитие цифровой инфраструктуры колледжа ведется ежегодно. Эффективное использование преподавателями колледжа на учебных занятиях современного оборудования позволяет студентам углубленно заниматься научно-исследовательской и производственной деятельностью в области информационных технологий. Ежегодно педагоги колледжа являются призерами областного конкурса «Лучший педагог IT». Так, в 2022 году призовое второе место заняла преподаватель кафедры математики и информационных технологий Юркевич Татьяна Андреевна. Студенты колледжа являются победителями областных фестивалей мультимедийных проектов. Библиотека колледжа является центром информационных, культурных, образовательных знаний для педагогов и студентов учебного заведения, обеспечивающим образовательный процесс учебным, учебно-методическими, справочно-информационными материалами и художественной литературой. Эффективной и результативной работой библиотеки является хорошо скомплектованный библиотечный фонд. Библиотека колледжа располагает общим книжным фондом в количестве 100 718 экземпляров, в том числе фонд учебной и учебно-методической литературы составляет 77% от общего фонда. Фонд литературы на казахском языке состоит из 32 769 экземпляров. С 2020 по 2023 годы книжный фонд библиотеки пополнился в количестве 11 598 экземпляров книг на общую сумму 28 117 557 тенге. Основное количество книг были приобретены для открытия новых специальностей и по проекту «Читающий колледж». В рамках реализации республиканского проекта «Читающий колледж» за отчетный период сотрудниками библиотеки было проведено 78 мероприятий. Анализ контингента обучающихся колледжа показывает, что в колледже обучались 1154 человека, в том числе на дневной форме обучения 1123, на заочной форме 31. Из числа несовершеннолетних проживали в селе 456 студентов, городских 252. Бесплатным горячим питанием было охвачено 106 человек, из них 25 – это дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, 81 из многодетных и малообеспеченных семей. При охвате бесплатным горячим питанием наметилась тенденция к повышению по сравнению с аналогичным периодом прошлых лет. В 2021 году у нас питалось 84 студента, в 2020 – 81, а в прошлом году, вы знаете, 106. С 1 сентября 2022-2023 учебного года контингент обучающихся по очной форме обучения составил 1118 студентов. Из них обучались по государственному образовательному гранту 913, с возмещением затрат на обучение 205. Контингент студентов по государственному языковому обучению 308 человек. Контингент обучающихся по государственному образовательному заказу 76,6%. В 2020 году составлял 77,2% в 2021, 81,4% в 2022 и 87,6% в 2023 году от общей численности студентов. То есть мы с вами движемся к тому, что весь контингент студентов колледжа будет состоять только из обучающихся по государственному образовательному заказу, и это будут студенты, которые принимают участие в программе «Бесплатное тепло». Сохранность контингента, доводимость обучающихся до выпуска всегда являются одним из важных показателей эффективности работы колледжа. С 1 сентября 2022 года по 1 июля 2023 года движение студентов выглядит следующим образом. На начало учебного года общий контингент студентов очной формы составлял 1123, и за указанный период выбыли 51 студент. Прибыли 15 человек, и 5 восстановились после академического отпуска. В итоге по состоянию на 31 июня 2023 года общий контингент студентов очного отделения составил 1092 человека. В том числе обучались по государственному образовательному заказу 918, с возмещением затрат 174. Сохранность контингента составила 97%, что на 6,35% выше, чем аналогичный период 2021-2022 учебного года. В бюджетных группах сохранность контингента обеспечивается за счет перевода студентов, которые обучаются на договорной основе, и на освободившиеся бюджетные места по итогам прошлого учебного года были перемещены 10 студентов с высокими показателями успеваемости.
Количество студентов, отчисленных из колледжа, составило 34 человека, 28 из бюджетных групп и 6, которые обучались на платной основе. 10 человек остались в общем контингенте, они были перемещены из договорной группы бюджета, и 7 человек ушли в академический отпуск. Больше всего отчисленных в связи с переводом в другие учебные организации. Например, на специальности начальное образование 4 человека перешли в другие колледжи, на специальности народно-художественное творчество 4 человека тоже перешли в другие организации образования. Низкий уровень успеваемости – это вторая причина отсева студентов, по которой в прошлом году было отчислено 7 студентов, и это составило 13%. Отчисление в связи с академической задолженностью наблюдалось в группах Т-41, У-33, АК-41, АР-34 по одному студенту. И группа РТК-41, это прошлый год, потеряла в контингенте 3 студента. Вы видите, что это в основном студенты третьих и четвертых выпускных групп. Вопрос о сохранности контингента находится на постоянном контроле администрации колледжа. В течение учебного года проблемы по сохранности контингента обсуждались на педагогическом совете, заседаниях отделений, кафедр, административных совещаний. Анализ доводимости в разрезе реализуемых колледжем специальностей показал, что наиболее высокая доводимость обучающихся до выпуска в 2022-2023 учебном году была на специальности дошкольное воспитание и обучение, что составило 86,2%. Наблюдается снижение показателей доводимости на специальностях социально-культурная деятельность, ниже уровня 2021-2022 года на 1%, и на специальности начальное образование ниже на 6,6%. В колледже ежегодно проводится анализ доводимости до выпуска в разрезе выпускных групп, анализ сведений по итогам 2023 года представлен в таблицах. Доводимость принятого контингента до выпуска составила 86%. Причина отсева – это академические отпуска по болезни, академические отпуска по беременности и родам, смена места жительства, перевод в другие учебные заведения, академическая задолженность. Заведующими отделениями, руководителями учебных групп, родителями проводится определенная работа по сохранности контингента, но результаты пока на сегодняшний день таковы. К участию в итоговой аттестации в этом году были допущены 262 обучающихся. Из них 231 это были выпускники, которые обучались по очной форме обучения, и 31 выпускник заочной формы обучения. Успешно прошли итоговую аттестацию 261 студентов. Один студент из Клеев-Канат, который обучался в группе У-32, был не допущен к итоговой аттестации из-за академической задолженности, вследствие чего был отчислен и не прошел итоговую аттестацию. Все виды контроля 2022-2023 учебного года были проведены в полном соответствии с рабочими учебными планами, графиком учебного процесса и расписанием. Организация прохождения учебно-практического обучения и профессиональной практики студентов осуществляется в соответствии с ГОСО, содержанием практик, в соответствии с рабочим учебным программам видов практик, которые проходят в учреждениях образования, культуры, дошкольных организаций. Программы практик по всем специальностям реализуются в полном объеме. Для колледжей наших социальных партнеров основная задача партнерства – это повышение качества и эффективности образования, то есть работа над качеством подготовки таких специалистов, которые также будут способствовать повышению качества процессов уже в своей профессиональной деятельности у работодателей. Зачетный период социального партнерства имело место в таких формах, как разработка учебных программ и требований к специалистам, организация и проведение производственных практик, мониторинг рынка труда, создание совместных консультационных органов, реализация совместных проектов и участие в итоговой аттестации. Сведения по трудоустройству показывают, что в целом по колледжу идет снижение показателей трудоустройства. Основная причина этого процесса – это поступление студентов на дневную форму обучения в высшие учебные заведения, что не является показателем трудоустройства. Из выпускников этого года у нас есть студенты, где из 25 17 поступили на очную форму обучения. То есть они нам трудоустройство не дают. Занятость дают, а трудоустройства нет. Показатели трудоустройства выпускников 2023 года, вот выпускники, которые выпустились в этом году, вы видите, 52,9%, занятость 89,7%. Поэтому, конечно, это очень низкие показатели, но кое-кто из студентов еще доносит свою информацию, кто-то выехал за пределы Казахстана, и эти цифры, конечно, будут изменяться и дополняться. Данные занятости и трудоустройства выпускников – это показатель востребованности студентов на рынке труда.
качество оказания образовательных услуг в процессе подготовки будущих специалистов. Согласно типовых правил приема на обучение в организациях образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального и среднего образования, утвержденных приказом Министерства образования и науки, был проведен набор обучающихся первого курса на 22-23 учебный год. С 20 июня 2022 года в колледже была организована работа приемной комиссии. Прием заявления осуществлялся через информационную систему «Азамат», электронный колледж, и в течение 3 лет приемной комиссии были оказаны государственные услуги. В 2020 году 574 услуги, в 2021 году 616, в 2022 1499. Анализ показал, что за 3 года наметилась тенденция к повышению потребности подачи заявлений при поступлении на творческие и педагогические специальности в разрезе 2020 года в 3 раза, что свидетельствует о востребованности специалистов среднего звена и эффективной профориентационной работы. В 2022 году колледжу было предоставлено 275 бюджетных мест, из них с государственным языковым обучением 100 мест или 33,4%. В 2023 году, согласно государственному образовательному заказу, нашему колледжу было предоставлено 301 бюджетное место, в том числе с государственным языком обучения, 115, что составило 38%. Управлением образованием было проведено перераспределение госзаказа на специальности народное художественное творчество, и колледж получил дополнительно 12 мест на специальностях декоративно-прикладное мастерство и хореографии. Итого госзаказ в этом году составил 313 мест. И на базе 9 класса мы приняли 248 человек, с государственным языком обучения 90, на базе 11 классов 65 человек, из них с государственным языком обучения 25. При зачислении студентов учитывался средний балл профильных предметов и аттестатов об основном среднем и общем среднем образовании. Анализ проходного балла в разрезе специальности представлен на слайде. Кроме того, были приняты 7 абитуриентов по программе «Жархан-Болашак». 3 абитуриента из них на специальности педагогика и методика преподавания языка, 2 человека на специальности информатика, 2 студента на специальность прикладной бакалавриат. Итого на первый курс 23-24 учебного года поступило 320 обучающихся. Если сравнивать в разрезе курсов, на втором курсе у нас обучается 269 студентов, на третьем курсе 330, на четвертом 248. Вы видите, самый большой курс – это третий, первый курс на втором месте, и самый маленький – это студенты 4 курса. Организатором студенческого самоуправления в колледже является президиум Комитета по делам молодежи, в структуру которого входит научно-исследовательская, социальная, культурно-массовая, спортивно-оздоровительная, медиа-информационная комиссия. Сотрудничество колледжа организовано с объектами образования и культуры. Центром развития студенческой жизни стал музей колледжа. Для обучающихся и педагогов это уникальная возможность прикоснуться к прошлому и оставить свой след в истории нашей организации образования. При подготовке будущих специалистов особое внимание уделяется развитию дополнительного образования. На Совете по профилактике правонарушений в течение года рассмотрены вопросы профилактики аутодеструктивного поведения и превенции суицидов, психолого-педагогического сопровождения обучающихся, относящихся к группе особого внимания. На внутренний учет в колледже были поставлены 10 студентов. И для сравнения, в 2021 году это было 9 студентов, в 2020 – 20. На внутриколледжском учете стояли 2 человека, на учете в инспекции по делам несовершеннолетних стояла 1 студентка. На сегодняшний день студентка отчислена с колледжа. В 2023 году, вот на начало этого года, на внутриколледжном учете состоит 1 студентка. Охват студентов профилактическими мероприятиями составил 100%. Занятие физкультурой является одной из главных составляющих здорового образа жизни студентов. Спортивными секциями в прошлом году были охвачены 492 студента, кружковой работой 717, общественно полезной работой, волонтерской 811 студентов. Основной целью учебно-методической работы в 2022-2023 учебном году являлось обеспечение высокой эффективности учебно-воспитательного процесса, создание необходимых условий для творческой и педагогической деятельности. Студенты и педагоги колледжа, подтверждая свою успешность и конкурентоспособность, являются победителями и призерами международных, республиканских, областных профессиональных конкурсов, олимпиад, фестивалей. С целью создания условий для развития научного потенциала
и формирования исследовательских компетенций у обучающихся в колледже активно ведет свою деятельность научное и студенческое общество «Пирамида». В 2022-2023 учебном году в состав научного студенческого общества вошли 79 обучающихся и 30 педагогов колледжа. За текущий период обучающиеся колледжа стали участниками различных олимпиад, научно-практических конференций, где продемонстрировали высокие показатели, представили свои работы на 5 международных научно-практических конференциях, 8 республиканских научно-практических конференциях, 18 научно-практических конференциях областного уровня с международным участием. По итогам участия в конференциях обучающиеся колледжа стали обладателями 20 первых мест, 22 вторых мест, 33 мест, почетные грамоты в номинациях получили 15 обучающихся. Система учебно-методической работы в колледже является фундаментом качественного обновления и развития образовательного процесса, роста профессионализма педагогов, подготовки современного высококвалифицированного специалиста, выпускника колледжа. Результативность и качество работы колледжа по реализации государственной политики в сфере образования в 2022-2023 учебном году оценивалась путем проведения процедуры внешней оценки образовательных услуг. И в период с 13 по 17 марта 2023 года аттестационной комиссией, утвержденной приказом Департамента по обеспечению качества в сфере образования Кустанайской области, была проведена государственная аттестация всех колледжей и нашего в том числе. На основании результатов комплексного анализа и оценки качества подготовки кадров в разрезе реализуемых специальностей, квалификации педагогических кадров, уровня учебно-методической и воспитательной работы, состояния материально-технической и социальной базы, работы по трудоустройству и других направлений деятельности колледжа, аттестационной комиссией был определен уровень деятельности организации образования по реализуемым специальностям. Специальность дошкольное воспитание и обучение набрали 63 балла и получили оценку «хороший уровень». Педагогика и методика начального обучения набрали 66 баллов, это самый высокий балл среди всех специальностей, получили оценку «образцовый». Педагогика и методика преподавания языка и литературы, сюда относятся группы с английским языком обучения, это английский язык в основной школе, 59 баллов, оценка «хороший». Информатика 52 балла, оценка «хороший». Специальность народно-художественное творчество, 61 балл, оценка «хороший». По результатам государственной аттестации Кустанайский педагогический колледж управления образования акимата Кустанайской области получил решение «аттестован». То есть все специальности были аттестованы. Это значит, что нам разрешено проводить госзаказ и набирать студентов по государственному образовательному заказу. Исходя из анализа работы колледжа по реализации требований Закона Республики Казахстан об образовании в целях реализации национального проекта «Качественное образование образованной нации» на 2021-2025 годы, последовательной работы по реализации нормативно-правовых документов в сфере технического и профессионального посреднего образования, перед колледжем в 2023-2024 учебном году стоят следующие задачи. Первое. Проводить целенаправленную работу по совершенствованию учебно-воспитательного процесса, созданию условий для самореализации обучающихся в процессе профессиональной подготовки. Второе. Оказывать государственные услуги в соответствии с Законом Республики Казахстан о государственных услугах, стандартами и регламентами. Третье. Способствовать повышению качественного состава и квалификационного уровня педагогических работников. Четвертое. Расширять формы взаимодействия с социальными партнерами по подготовке кадров и трудоустройству выпускников, конкурентоспособных на рынке труда. Пятое. Продолжить работу по формированию и развитию студенческого самоуправления в условиях успешной самореализации будущих специалистов. Шестое. Продолжить работу по формированию нового казахстанского патриотизма и гражданственности, воспитанию уважения к Конституции Республики Казахстан, государственным символам и традициям колледжа. Седьмое. Продолжить работу по созданию комфортной, безопасной образовательной среды, содействующей сохранению и укреплению психологического здоровья обучающихся и их социализации. Восьмое. Провести работу по внедрению карт социальных достижений обучающихся. Девятое. Продолжить работу по превенции суицидов и профилактике правонарушений, проводить просветительскую работу среди родительской общественности путем реализации областных проектов «Ундестык» и «Семейный клуб». Десятое.
продолжить работы по развитию проектов с юбилеем «Родной колледж», «Лодалатаны», «Старт к успеху», «Жастар 2024». 11. Продолжить работу по развитию цифровой инфраструктуры колледжа. 12. Продолжить работу по использованию автоматизированной информационной системы Платонус для передачи информации студентам и служебных документов педагогам и обеспечить наполнение цифровых образовательных ресурсов по учебным модулям и дисциплинам. 13. Продолжить работу по развитию медиаобразования и медиакомпетентности педагогов и обучающихся в учебно-воспитательном процессе колледжа. Повышение профессиональной компетентности педагогов в области IT-технологий через организацию конкурсов, семинаров, мастер-классов. 14. Активизировать работу по недопущению коррупционных рисков с соблюдением действующего законодательства. 15. Совершенствовать функции методической службы колледжа для развития профессиональной компетенции педагогов колледжа. И 16. Содействовать развитию инновационной, издательской и научно-методической деятельности педагогических работников колледжа, разработке и выпуску пособий и учебно-методических материалов. Большое спасибо за внимание. Мой отчет закончен.